Значит, на категориях духовность, личность, народ формируется смыслообразующий базис этнопедагогики, это этнокультура. Этнокультура включает всю совокупность культурных явлений народа, в том числе ту часть культуры этноса, которая воспринимается им самим и соседними народами, как специфичная только для данного этноса, отличающая его от других, ровно как и язык, то главное, что отличает один народ от другого. То есть не только собственное самостоятельное, но и отношения других. К этнокультуре относятся самобытные традиционные формы материальной и духовной культуры. Ну, не будем это перечислять, это вот вам, как говорится, всем многократно известно. С точки зрения этнопедагогического подхода к этнокультуре относятся также иноэтничные заимствования и так далее. Много у нас этого, да? Народы, объединенные общностью целей, поднимаются на еще более высокий уровень культуры и нравственности. Тут, как вводится, раз обосновываю научность этнопедагогики Волкова, ну, собственно говоря, все эти цитаты я, конечно, у него это беру. И, как говорится, без подчеркивания на это, вы должны понимать, то есть я ссылаюсь на него. Как все нерусские народы, считает Волков, достигли огромных успехов в своем развитии при поддержке русского народа, так и русский народ поднялся на вершину своего величия и славы при бескорыстной материальной и духовной помощи всех других народов. Вот это очень мощная мысль Волкова. Да? То есть вот это, ну, как тот самый единство и борьба противоположности, да, это исток, основа вообще. Да? Величие отдельных народов является неразрывной гармонической частью величия общей отчизны дружных народов. Это свойство ярко проявляется через общий педагогический мир, как в материальной сфере, так и в духовном пространстве. Ну, я тут, конечно, не буду вас утруждать тем, что я, в общем-то, все это содержимое тоже еще и поделил на части, в смысле, на педагогику, я там, значит, подразделяю на 3 части. У меня тут культурно-духовная и педагогическая составляющая, материально и энергетический потенциал и цивилизационные факторы бытия. Значит, вот на 3 части я подразделяю элементы на педагогике, и вот таким образом они потом у меня взаимодействуют, мои дела. Значит, в чем же эффективность этнопедагогики? Вот. Все здорово, да? То есть, значит, ну, собственно говоря, а что же вот отличие-то? То есть мы почему говорим, вот этнопедагогика, это вот здоровски, ну, про педагогику так помалчим потихоньку. Ну, собственно говоря, конечно, это нельзя разделять, то есть, вот, скажем, это нечто, вот это этнопедагогика, а это вот педагогика, вроде бы они так друг друга и не знают об этом. Ну, это, конечно же, не так. Абсолютно в полном переплетении, конечно, этнопедагогика и педагогика. То есть они взаимообусловлены. Если, конечно же, этнопедагогика это душа, то педагогика это тело, конечно. Без этого, без педагогического тела этнопедагогика, наверное, не мыслит. Но я речь веду о научности, то есть в плане науки. Конечно, в плане жизни, может быть, несколько можно тогда и по-другому рассуждать. Но если говорить о научности, то, конечно, тот каркас, который держит, это, конечно, педагогика. Педагогическая теория. Ну, в общем-то, одна из самых старых, наверное, теорий, самых, как, ну, и как теория, и как практика, и как опыт, это самый старый. Старшая, по крайней мере. Ну, может быть, разве что, может, там, медицина тягаться с педагогикой. Но философию, конечно, не рассматриваем. Поэтому, значит, в чем же эффективность этнопедагогики? Этнопедагогика Волкова, представляющая собой пансофию воспитания, вот часто используют, значит, ну, вам известно в педагогике, да, панпедия есть, да, пансофия это, вот Геннадий Никандрович в последнее время это использует, а может не в последнее время, но я читаю в последнее время, по крайней мере. Значит, в чем? С ее поклонением матери, с культом ребенка, с верой во всесилие отца, является носителем своего рода, я бы сказал, педагогической религии. Геннадий Никандрович там немножко ее по-другому назвал, а я назвал педагогической религией. Потому что я увязываю на педагогике в этом случае с педагогикой. Да и родительский дом – это своего рода храм семейной духовности, в котором домашний очаг, алтарь, дети ангелы, мать Богоматерь, отец патриарх всей семьи.
Это вот то, что я вам все читаю, это все Волков. Ну, это даже завершает так. Общенациональный идеал воспитания не может быть создан одним человеком. Так и общечеловеческий идеал не может быть создан одним народом. В характеристиках совершенного человека, предметом чего является предмет философии образования, это, конечно, безусловно, совершенный человек, народы не противоречат, а дополняют друг друга. Общечеловеческие представления о нравственности, красоте, уме складываются из суммы представлений многих поколений, многих народов. Идеал совершенной личности также может быть объективно представлен только как гармоническое единство представлений народов о хорошем человеке. Стало быть, вот эта мысль волковская такая, на пансофии, которая видят, человеколюбие, это и есть пансофия этнопедагогики Волкова. Сплачивая народы вокруг знамени прогресса, способна превратить в реальность мечты людей о гармонической развитой личности, вести их от совершенного человека к совершенному человечеству. Изучение этнопедагогических систем сплачивает народы, укрепляет единство России. Вне этнопедагогики, могучей педагогики полиэтнического человечества, гармония в мире невозможна. Это я цитирую Волкова. Да и само человечество тоже едва ли возможно, он считает. Да? Ну, я, конечно, не могу, раз говорил о формуле открытия, я сначала думал, формулы буду заканчивать, но заканчиваю куда другим. Сначала все-таки произнесу эту формулу. Кладезь народной мудрости, изреченные в афоризмах, этнопедагогический диалог культур, смыслонесущие педагогические задачи и упражнения. Вот 3 кита науки профессора Волкова. Это и формула открытия, и смысл жизни этнопедагога номер 1. Но было бы, наверное, как-то вот с вашего позволения, вот такие вещи, вот как вот, почему мы скажем, вот в религии так, да, молитву каждый день повторяем, да? Вот так вот задумаешься иногда, почему каждый день повторяем? Вроде известно, что вчера только повторяем. Оказывается, вот в этом ключе как раз это вот надо. Ибо если мы говорим, если мы это сопоставляем с педагогической религией, то вот, скажем, инварианты Волкова неплохо бы повторять каждый день. Я, конечно, не отождествляю их с молитвами, но все-таки. Значит, первое. Цель воспитания – счастье человека, средство воспитания – радость. Вот он только что говорит. Второе. 2 языка, 2 ума, 3 языка, 3 ума. Будьте умными. Третье. Школа, в которой ограничивается употребление родного языка, чужда народу, враждебна ему. Четвертое. Материнский язык – величайшая из духовно-нравственных сил народа. Пятое. Мать, лишающая своих детей родного языка, духовно теряет их раз и навсегда. Мы живем счастьем своих детей. В семье, где унижена мать, добрых и великодушных детей не бывает. В семье, где нет в глазах детей гордого величия отца, достойные люди не вырастают. Русский язык не вместо родного языка, русский язык вместе с родным языком. И позвольте на этом закончить. Можно его так назвать. Является, наверное, уникальным по нескольким параметрам. Ну, первое – это то, что вот мы видим в этом зале. Собрались маститые ученые, собрались молодые исследователи. Как на перекрестке миров и перекрестке времен сошлись опыт, знание жизни, глубина анализа и молодость, свежесть восприятия. Я думаю, что, конечно, наверное, в первую очередь это полезно молодым. Услышать, увидеть, научиться, размышлять по тому поводу, по которому сейчас идет обсуждение. Второй момент, который интересным, на мой взгляд, является то, что стержнем, вот объединяющим сегодняшние проблемы, и является Геннадий Николаевич Волков. С тем знанием, опять же, теории и практики уникальных событий. И третий момент. Это тот год, когда мы обсуждаем данную проблему, год учителя. Ну,
Наверняка сказали бы, что юное создание, может быть, не помнит, когда еще был год учителя таковым объявлен в России. Наверное, это впервые, не знаю. Хороший день и вечер, наступивший уже. Правильно сказала Ирина Александровна, она у нас проектор по воспитательной работе. Дело в том, что в нашем вузе, если будет воспитательная работа рассматриваться как дополнительная досуговая деятельность студентов, будет совершенно по определению неверной. Мы первый вуз в республике, мы педагогический институт, потом университет. В нас концентрируется весь потенциал учительства республики, и который потом по разным весям России распространяет то наследие, которое выработано нашими первыми учителями. Мне очень повезло. У меня диплом номер 55 1970 года, подписанный Геннадием Никандровичем Волковым. От имени ректора когда-то. 2 пятерки, Волков. Понимаете, вот как-то за 1 июля 1970 год. Но глубинные смыслы этнопедагогики, в глубинные смыслы этнопедагогики погрузили нас. В самые глубинные ее смыслы, которые, казалось бы, оригинального за собой ничего и не содержат. Ведь человеческое в человеке самое главное. И вот этнопедагогика способна выявить в учителе человеческое, чтобы работать с человеком по-человечески. Мы говорим гуманизация, гуманитаризация, применяем иностранные слова. Но вот человек, его облик суметь увидеть. Потом, когда Владимир Антонович продолжил линию уже облечь в теоретическую форму, в конструкт, то, что было сказано Геннадием Никандровичем, напрашивается следующая динамическая логика. То есть наследование того, что было, формирует образ мира в человеке и его идентифицирует с тем миром, в котором он работает и пребывает. Таким образом формируется лицо, лик, облик педагогики, в которой ты трудишься. Региональной ли, полиэтнической ли, этнической ли, но той прагматичной, в смысле прагматичной педагогики действия. И поэтому позвольте перейти к тем действиям, которые характеризуют деятельность нашего НИИ этнопедагогики, открытого по почти мановению волшебной палочки. Так что, ну, не будь Геннадия Никандровича, НИИ, конечно, не было бы безусловно. Безусловно. Так вот, за эти годы кое-что сделано исследовательским институтом. Мне посчастливилось быть заместителем Геннадия Никандровича, исполнительным секретарем его постоянно. А это всегда очень здорово, интересно, потому что выходишь на широкий социум, на широкие круги. Они расходятся по нашей республике, по всей России и даже по странам СНГ. И вот теперь, анализируя нашу деятельность, ведь у нас сегодня тема – это педагогические исследования, двоеточие, итоги и перспективы. Перспективы обозначены были в 2 докладах. Они весомые, они не конкретизированы в каких-то мероприятиях, а это уже ситуативные и лишь запланированные дела, по которым судят, а человеки судят по поступкам. Так вот, о наших поступках. В этом году, в 2009 году, нами выпущена 1 монография, то есть ежегодно не 1-2 монографии, готовят несколько учебно-педагогических пособий, и в этом году было 4 сборника научных статей выпущено и более 40 научных статей нашими сотрудниками. Нас 9 человек. Все работают на четверть ставки, чтобы знали. Большинство из нашего вуза, но у нас очень прочные связи с Чувашским национальным конгрессом, потому что наш научный сотрудник. С академическим театром имени Константина Васильевича Иванова, потому что невозможно без культурного центра Чувашии, коим является с 18 года академический театр, обойтись в наших делах. Нами проведено несколько конференций, но одна самая большая прошла в прошлом году в апреле. Называлась она «Этнопедагогика в современном образовательном пространстве». Понимаете, 2 вещи. Этнопедагогика – это память, традиции, наследование. Казалось бы, сегодня в прагматической нашей жизни, в полиэтнической среде, когда идут процессы глобализации и затрагивают и культурные ареалы, вот этнопедагогике найти свое место и себя проявить не очень-то просто.